ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Среда, 16:10. В большой физической аудитории в рамках недели волонтера проходит ток-шоу с участием студентов и приглашенных гостей. «Пить или не пить» – вот основная тема обсуждения. Виктор Тельнов, заместитель руководителя администрации, выступает за абсолютную трезвость. В свою очередь его оппонент Яков Васильев, преподаватель кафедры философии, считает, что тотальный запрет алкоголя невозможен. У каждой стороны находятся веские доводы в защиту своей точки зрения. Менее 2% здесь сидящих в течение всей своей жизни, возможно, сопьются и выпадут за черту социальной нормы, станут бомжами. Если у человека нет внутреннего физиологического контроля, да, а его, так сказать, не у каждого разведчика он есть, зачем рисковать? Откуда вы знаете, сопьетесь вы или нет? Хотите поиграть в эту рулетку? Но там проигрыш очень серьезный. В арсенале аргументов за абсолютную трезвость факты и статистика, как медицинские, так и социальные. Виктор Тельнов рассказывает, что за прошлый год в Ухте вследствие алкогольного отравления погибло 12 человек. Ни для кого не секрет, что пьяных конфликтов и драк с тяжелыми последствиями гораздо больше. На это его собеседник Яков Васильев замечает, что кроме алкоголя потенциальную опасность также несут вождение автомобиля, чрезмерное потребление сладкого и еще много явлений современной жизни. Он выступает за культурное употребление спиртного, главное – соблюдать меру. Очень малое количество людей знает эту меру. И можете ли вы сказать, как научиться себя контролировать? Вот. Может, на личном примере. Кто бежит за Клинским? Помните такую рекламу, нет? Значит, там рекламировалась простая идея. Компания друзей собирается, им хорошо вместе, они пьют пиво. И в рамках дружеской солидарности им пива этого не хватает, чтобы, значит, продолжить веселье, и надо бежать догоняться. Так вот, когда надо бежать догоняться, мера наступила. Все, никуда не беги, не догоняйся, ложись спать. Активное участие в дискуссии принимают и студенты. Некоторые из них придерживаются позиции культурного и умеренного употребления алкоголя по праздникам, а кто-то давно решил для себя, что спиртное неприемлемо ни в каком виде. Но все участники сходятся в одном. Ответ на вопрос «пить или не пить» каждый взрослый человек выбирает сам.